В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Спутник Лайт. В Москве начали вакцинировать участников исследования нового препарата. Национальный день здоровья празднуют сегодня в республике. Ряд мероприятий прошел в столице региона. Якутский фильм «Ичи» покажут во всем мире. – 41 новый случай коронавирусной инфекции выявили за сутки в Якутии. Так, в Якутске 32 случая, в Мирнинском районе 4, а в Кобяйском, Нерюнгринском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по одному случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2442 исследования на коронавирусную инфекцию. Между тем, вакцину от коронавируса получили 45 336 жителей республики. Второй этап вакцинации прошли 24 817 человек. Отмечается, что активно получают прививку от коронавирусной инфекции в Якутске, Валданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Аймиконском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Меньше всего провакцинировано с учетом имеющейся в наличии вакцины в Абыйском, Анабарском, Верхоянском, Момском, Устьянском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском районах. Тем временем в Москве началась вакцинация участников исследования препарата «Спутник Лайт». В дальнейшем вакцину предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентным препаратом «Спутник Ви». По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок. За 2 дня медицинский осмотр прошли 490 человек. Добровольцем может стать человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Итоги акции «От сердца к сердцу» подвели в Якутске. Напомним, она стартовала 3 декабря прошлого года по инициативе Дома дружбы народов имени Кулаковского. Каждый житель республики мог выразить слова благодарности медикам красной зоны, всем, кто находится на передовой, спасая жизни пациентов. В торжественной обстановке героям акции были вручены дипломы. Также в Якутске торжественно дали старт Году здоровья. На мероприятии презентовали экспозицию лучших региональных практик. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Электронная экспозиция, посвященная Году здоровья, в регионе открылась в музее «Россия. Моя история». Здесь, по словам организаторов, представлены лучшие региональные практики в сфере здравоохранения, в рамках которого представители этой отрасли поделились информацией о предстоящих основных мероприятиях тематического года. Ежегодно мы выезжаем в практически треть, наверное, районов республики. Значит, в этом году мы уже работаем на данный момент в Чурапчинском районе. Далее будем выезжать в Верхоянский район. Будут охвачены, конечно, арктические улусы. Будем выезжать и в промышленные районы. Это Алданский, Нерюнгринский, мы планируем, Ленский. «Волна здоровья» – именно этот проект стал ключевым и основным на сегодняшней экспозиции, показатели которого уже результативны. Только с начала реализации данной программы всего медицинским осмотром было охвачено несколько тысяч якутян. И в этом году этот проект заработает с новой силой. В течение года будем выезжать, значит, Устьянский район, в плане у нас стоит Усмайский район. То есть те районы, которые очень нуждаются в том, чтобы были проведены консультации узких специалистов. О лучших показателях работы в рамках данного мероприятия рассказали представители медицинских учреждений региона. Так, представитель медицины катастроф отметила, что благодаря усиленной и слаженной работе в прошлом году была четко выстроена работа с больными с COVID-19. И в связи с этим серьезных проблем с транспортировкой больных с коронавирусом не было. С целью обеспечения эпидемиологической безопасности в нашем учреждении была создана отдельная бригада, отдельные 2 бригады, которые работают и эвакуируют больных только с новой коронавирусной инфекцией. И в прошлом году, если мы примерно выполняем около 1500 санитарных заданий, то в прошлом году эта сумма достигла практически 2000.
Хорошую работу по итогам прошлого года также показали и врачи онкодиспансера. Именно поэтому здесь на выставке представлена отдельная информационная зона о работе региональных онкологов. Онкодиспансер работал, несмотря на то, что в плановом режиме, но ни один день не был пропущен. И еще, наш проект был также представлен на форуме онкологов Дальнего Востока, Сибири и Дальнего Востока, получил очень положительный, хороший отклик от наших коллег, и наш опыт переняли в регионах Сибири и Дальнего Востока. В целом, в рамках Года здоровья будет проделана большая работа. Будут строиться и модернизироваться центральные районные больницы, поликлиники и стационары. А информационная выставка в Музее «Россия. Моя история» будет дополняться и обновляться каждый раз. И любой желающий может здесь ознакомиться с лучшими практиками региональной медицины. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня в Национальный день здоровья Якутии будет заложена новая ежегодная традиция. На якутской телебашне будет включаться иллюминация в честь новорожденных. В прямом эфире телеканала «Якутия-24» в 21 час подсветка примет красный или синий цвет, в зависимости от пола ребенка, который первым родился в день праздника. Отмечу, что сегодня новорожденный появился на свет в Хангаласском улусе. К другим темам. В Якутске к 2032 году не будет деревянного двухэтажного жилья, в том числе и на 17-м квартале. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев в ходе прямого эфира в социальных сетях. Сегодня деревянных домов в столице республики насчитывается более 1200, из которых 700 признаны аварийными. Глава Якутии добавил, что сегодня республиканские и городские власти должны работать в едином ключе для того, чтобы реализовать эти задачи. Масштабный субботник по саночистке проведут в строительном округе Якутска после ранее проведенного осмотра. Накануне заместитель главы столицы республики Роман Сорокин проверил уборку санитарных точек и дворовых территорий в пригородном селе Маган, микрорайоне Марха и строительном округе города. В целом состояние инженерных сетей в поселке Маган удовлетворительное. В Мархе особое внимание уделили устранению причин наледи, образовавшихся из-за течи инженерных сетей. Отмечается, что ненадлежащее состояние образовалось в результате несвоевременного вывоза мерзлых бытовых отходов. Юные якутяне примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Участники определены по итогам регионального этапа олимпиады, который в Якутии проводится по 22 общеобразовательным предметам. В нем приняли участие более 1300 школьников с 7 по 11 классы из 260 школ республики. Первые приглашения получили уже 10 учеников. Правила сдачи выпускных экзаменов упростили в этом году в России. Так, ученики 9 классов смогут получить аттестаты, сдав лишь 2 обязательных экзамена – русский язык и математику. 11-классникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоит сдать государственные выпускные экзамены также по 2 предметам. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании. 11-классникам, кто будет поступать в вузы, предстоит сдать ЕГЭ по нужным предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Математика в этот список не входит. Художественный мир Афанасия Осипова. Под таким названием открылась экспозиция в картинной галерее академика Афанасия Осипова. Всего там представлено 40 живописных произведений. Это портреты, пейзажи, жанровые картинки, представляющие многогранный творческий путь выдающегося якутского художника. Посетители галереи смогут больше узнать об авторе и его работах в формате дополненной реальности. Для этого необходимо установить бесплатное мобильное приложение «Артефакты», доступное в Google Play и App Store, и навести его на картину. Программа распознает музейные экспонаты и выводит всю информацию о них на экран смартфона. Творчество Афанасия Николаевича Осипова на протяжении многих десятилетий определяло развитие живописи Якутии, начиная с конца 50-х годов. И на самом деле тематическая картина, портрет, пейзаж. В каждом жанре художник сказал свое веское слово. Поэтому, придя сюда, в картинную галерею, мы как бы погружаемся в художественный мир Афанасия Осипова. Так и называется
экспозиция, которую мы сегодня презентуем на платформе «Артефакт». Это очень целостная картина мира якутского художника. Якутский фильм Костаса Марсона «Ичи» выйдет в мировой прокат. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Создатели фильма сейчас заключают контракт для его показа по всему миру. Глава надеется, что такие фильмы с большим коммерческим потенциалом будут и в дальнейшем появляться в республике. Картина в жанре ужасов «Ичи» в прошлом году стала участником международных фестивалей кино в Вене, Сиджесе и Лиссабоне. В Ленске прошло открытое первенство по дзюдо. Победа на домашних соревнованиях дает спортсменам путевку на республиканский уровень. Судили схватки более опытные дзюдоисты. Для них это шанс получить категорию юного судьи. Юлия Золотарева с подробностями. Ходят по залу колесом, вертятся и отрабатывают приемы. Так малыши разогреваются перед схватками. Упражнения – часть разминки. Старшие в это время готовятся к судейству. Мадина Урунбаева – спортсмен с 7-летним стажем. В качестве судьи на соревнованиях в 3-й раз. Но признается, намного комфортнее все же быть на татами. Когда выступаешь, очень сильно переживаешь. А когда судишь, не такое сильное волнение. Ну, конечно, переживаешь за других людей, но мне больше нравится в роли участника. Там больше адреналина. Судить может каждый в любом возрасте, при условии, что спортсмены ознакомятся и выучат все правила японского боевого искусства, а после они могут получить категорию юного судьи. Вернуться на татами были рады, хоть и без зрителей. После продолжительных дистанционных тренировок не все смогли выложиться на 100%. Кому-то для победы не хватило сил, другие отвыкли от соперников, а некоторые просто волновались в первых схватках. За это время детки, конечно, ослабли, потеряли технику, потому что мы не можем заниматься только дома с инвентарем. Нам нужны татами, нам нужен соперник, нам нужны схватки и соперничество. Этого ничего не было. Для Матроны это уже 4-е соревнования. Дзюдо начала заниматься в детском саду. За 6 лет получила желтый пояс и ни разу не проиграла. В своих победах всегда уверена. Я много раз боролась с мальчиками и всегда побеждала. Ни разу не проигрывала? Ни разу. Какие эмоции у тебя, когда ты каждый раз выигрываешь? Хорошие, веселые. Открытое первенство Ленского района собрало 56 участников возрастом от 9 до 14 лет. Для старшего звена это возможность попасть на республику уже в марте, а для самых маленьких – почувствовать вкус соперничества и набраться опыта. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом у меня вся информация.